Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Ну, надеюсь, что слышно. Видно меня сегодня не будет, потому что подтормаживает интернет, и чтобы не возникало проблем с видео, я решила не включать видео. Проведем вебинар сегодня вот таким образом. Спасибо. Итак, у нас сегодня последний блок в рамках функциональной грамотности – это финансовая грамотность. В принципе, это тот вид грамотности, простите за тавтологию, с которым мы уже с вами знакомы, поэтому я сегодня попробую очень коротенько, потому что действительно мы с вами сейчас в таком цейтноте живем, когда не успеваем ничего, и параллельно у нас ведутся занятия. Поэтому остановлюсь только на основных моментах, связанных именно с финансовой грамотностью в рамках формирования функциональной грамотности. И я напомню, что у нас есть с вами задача выведения Российской Федерации, точнее, качества образования Российской Федерации в десятку стран-лидеров по качеству образования и по качеству предоставляемых, мы же с вами теперь услуга. Поэтому, коллеги, мы говорим о том, что изменяется запрос. У нас есть несколько определений функциональной грамотности. Самое основное из них, если мы почерпнем, уже все вы это прекрасно знаете, просто повторю, это функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все накопленные знания для решения максимально широкого диапазона жизненных задач. И поэтому мы проводили много вебинаров, много семинаров по функциональной грамотности, поэтому не буду останавливаться уже непосредственно на этом, лишь скажу, что колоссально меняются критерии, содержательные, критериальная основа совершенствования оценки системы качества образования. И, соответственно, теперь в основу качества образования, оценки качества образования ложатся как раз-таки функциональная грамотность и навыки 21 века. Я уже говорила неоднократно, это те понятия, которые у нас с вами начинают формироваться с введения федеральных государственных образовательных стандартов на уровне основного, даже начального общего, основного и среднего общего образования. И лишь покажу несколько взаимосвязей между ними. Посмотрите, функциональная грамотность, основные направления, их 6. И я напоминаю, это математическая грамотность, читательская, естественно-научная, финансовая, глобальные компетенции, креативное мышление. И, соответственно, все 5 мы с вами рассмотрели. Осталась только вот как раз-таки финансовая грамотность в рамках функциональной грамотности. Итак, смотрите. Каким же образом коррелируются между собой понятия навыки 21 века и функциональная грамотность? Только что мы посмотрели с вами, что входит в понятие функциональная грамотность, то есть вот эти вот 6 компонентов. В навыки 21 века они перекликаются с функциональной грамотностью в рамках, посмотрите, это личностные качества человека, это компетенции, такие как критическое мышление и творчество, то, без чего мы не можем выполнить, не можем называть себя функционально грамотным человеком. И это базовые знания, умения, навыки, которые мы критические, то есть посмотрите, 3 уровня, да, навыков 21 века, которые мы с вами должны постепенно уметь применять на знания, на базовый уровень накладываем компетенции и личностные качества человека. Фактически все то, что здесь перечислены, все те качества, они, конечно же, присутствуют и в функциональной грамотности. И посмотрите, если мы с вами сравним основные направления формирования функциональной грамотности и 4С навыков 21 века, фактически они совпадают. Поэтому мы и говорим, что именно вот эти моменты легли в основу оценки качества образования. Если вы проанализируете, то, простите, фактически сейчас и оценочные процедуры, и республиканские проверочные работы, и всероссийские проверочные работы, они как раз-таки сводятся вот к проверке навыков 21 века и к формированию функциональной грамотности. Я напоминаю, что мониторинг формирования функциональной грамотности – это проект, который
создается не с целью контроля и не проверки, а поддержки и обеспечения функционирования, формирования функциональной грамотности. Я напомню, что по первоначальным данным этот мониторинг был запланирован, и Республика Коми входила в вторую волну данного мониторинга. Он был запланирован на апрель 2020 года, но в связи со сложившейся ситуацией пока нет данных о переносах на какое-то конкретное число, но, коль скоро вы видите, что происходит в стране, и что запланированные мероприятия на 2020 год в любом случае проводятся в 2020 году, то можем предположить с некой долей вероятности, что данный мониторинг также будет проведен в 2020 году, как только, собственно, появится какая-то информация от Министерства просвещения Российской Федерации, от Рособорнадзора, мы, соответственно, сразу же вам ее и сообщим. Далее, посмотрите, я напоминаю, что мониторинг в себя включает 6 направлений. Сегодня мы разбираем именно финансовую грамотность. Для меня, как для предметника, основная сложность заключается в следующем, что программы по финансовой грамотности у нас с вами в образовательных организациях, конечно же, есть. Но есть два больших но. Первое но – это то, что мониторинг включает в себя проверку формирования функциональной грамотности, а дальше в рамках функциональной финансовой грамотности, начиная с 5 и по 9 классы. Поправьте меня, коллеги, если я ошибаюсь, но в наших школах, во всяком случае, я в свое время тоже разрабатывала, и ОМК нам с вами пришли, финансовая грамотность начиная с 8 по 11 классы или с 8 по 9 класс, в зависимости от, собственно, в зависимости от того, как выберет образовательная организация. Ну, 8, 9, но не 5 ни в коем случае. Кроме того, 8 ОМК сформулировано таким образом, что его, ну, с моей точки зрения, невозможно переориентировать на именно 5 классы. Да, в начале учебного года 2019-2020 были предложения от издательства просвещения предложения по ОМК функциональной грамотности, начиная с 5 класса, но, насколько я знаю, в Республике Коми есть только 4 образовательные организации, которые являются пилотами по внедрению финансовой грамотности. Поэтому, коллеги, если имеете такой опыт, то, соответственно, делитесь с коллегами, обращайтесь к нам, и мы будем вас выводить ваш опыт выводить уже на республику, чтобы вы нам помогли подготовить в том числе и пятиклашек к этому мониторингу. Далее, что же в себя включает этот мониторинг? Я вам сейчас представлю сначала видеозапись, как это видится, хотя нет. Итак, что в себя включает мониторинг, основные подходы к оценке финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это способность личности принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финансами в различных ситуациях собственной жизнедеятельности. Эти решения касаются и сегодняшнего опыта учащихся, и их ближайшего будущего, от простых решений по поводу расходования карманных денег до решений, имеющих долгосрочные финансовые последствия, связанных с вопросами образования и работы. Принятые разумные финансовые решения, среди которых значительное множество связано с выбором варианта поведения при решении типичных проблем в повседневной жизни, в жизненных ситуациях. Именно это составляет суть финансовой грамотности как личностного навыка человека и проявление его функциональной грамотности, конечно же. Причем в данном случае финансовая грамотность рассматривается как постоянное расширение набора знаний, навыков и стратегий действий, которые люди строят на протяжении своей жизни в соответствии с изменяющимися финансовыми требованиями общества и постоянно обновляющимися финансовыми продуктами. И, соответственно, мониторинг финансовой грамотности в рамках функциональной грамотности, конечно же, составлен по аналогии с исследованием ПИЗа и такая вот личная финансовая грамотность ребенка. Фактически комплекс заданий по направлению финансовой грамотности ориентирован на содействие решению мотивирующих и обучающих образовательных задач в области функциональной грамотности. В частности, на содействие развитию понимания учащимся ситуаций, требующих финансовых решений.
То есть содействие освоению ими модели разумного финансового поведения. В обществознании есть такой термин, как разумный потребитель. Соответственно, рациональный потребитель. Соответственно, вот это мы и начинаем прививать обучающимся, начиная с фактически 5 класса. Конечно же, одним из основных элементов или компонентов финансовой грамотности является знание основных элементов финансового мира. Вместе с тем акцент делается не на самих знаниях как таковых, а на способности актуализировать, то есть передавать и применять знания и понимание того, что учащимся известно о личных финансах и финансовых продуктах. И наряду с этим финансовой грамотностью исключаются и мыслительные навыки, связанные с распознаванием финансовой информации, ее анализом, выявлением и решением финансовых проблем. И понятное дело, что эти финансовые проблемы, они ориентированы на определенный возраст обучающихся. Еще одной важной составляющей финансовой грамотности, конечно же, является мотивация к поиску информации для принятия эффективного решения. Мотивация рассматривается в данном случае и как компонент, и как важный фактор формирования финансовой грамотности. И вот все представленные методические материалы и контрольно-измерительные материалы, они предполагают, что знание и понимание определенных финансовых терминов, понятий, категорий, функций финансовых институтов, процессов, происходящих в финансовой среде, будет применено к тем конкретным ситуациям и жизненным практикам, которые освоены или осваиваются учащимися определенного возраста. Ну и, соответственно, система разработанных заданий отражает актуальные для учащихся определенного возраста темы и контекста. Что же входит в содержание? Содержание, как вы видите на слайде, это, во-первых, такие тематические области, как деньги и денежные операции, планирование и управление финансами, риски и вознаграждения и финансовая среда. То есть отдельные вопросы из области финансов. Причем, смотрите, деньги, денежные операции, понятно, планирование управления финансами, касающие это в основном семейный бюджет, планирование расходов, например, пособий, зарплаты, стипендий и так далее. Самое главное, здесь вот интересно, это риски и вознаграждения. И в данном случае мы просматриваем риски как финансовые, потери, например, да, и присущие финансовым продуктам, например, кредитные соглашения с переменной процентов. И финансовая среда – это включает знание правового статуса потребителя финансового продукта. Например, последствия изменений процентных ставок, инфляции, налогообложения, введения или отмены тех или иных социальных пособий. То есть фактически понимаете, что вот эти темы не рассматриваются в рамках курса обществознания. Да, в 6 классе составляется бюджет семьи отрывками, фрагментарно. На технологии дети в 6-7 классе составляют бюджет семьи. Где-то поднимается тема карманные деньги. То есть вот такими фрагментарно, но тем не менее целостное представление как раз у детей появляется финансовой грамотности именно в рамках курса экономика. А это, коллеги, уже, согласитесь, если есть такой модуль, формируемый участником образовательного процесса, то это уже 10-11 класс. Либо же в рамках курса обществознания не выделенным предметом, да, а вот одним из блоков курса обществознания 10-11 класс. Опять-таки же не все темы там есть, поэтому в данном случае УМК «Финансовая грамотность» как раз-таки составлен вот под этот мониторинг. Какие процессы? Процессы, во-первых, это выявление финансовой информации, анализ информации в финансовом контексте, оценка финансовых проблем, применение финансовых знаний и так далее. Я сейчас, причем контексты образовательный, профессиональный, то есть образование, работа, домашние, семейные, личностные, общественные. То есть контекстов много, заданий много, и, соответственно, я предлагаю сейчас посмотреть, каким образом выглядит задание для те задания, те демонстрационные варианты, которые представлены на сайте Инстрау, и более внимательно уже посмотреть на них. Итак,
И сейчас поделюсь с вами рабочим столом. Будем надеяться, что у вас все будет видно. Я сразу выйду на демо-версию для 5 класса, чтобы не... Коллеги, секундочку. Сначала мы вернемся на презентацию. Смотрите, то есть мы сейчас уйдем по ссылочке skifinstrau.ru. Там есть демонстрационные варианты. И если у вас не получится увидеть рабочий стол по каким-то причинам, но предлагаю, когда я сейчас перейду на рабочий стол, у вас появится черный экран, просто обновиться. Должно все получиться. Итак, коллеги, skifinstrau.ru, демонстрационные варианты, финансовая грамотность, 5 класс. А я сейчас вам продемонстрирую свой рабочий стол. Соответственно, я не буду видеть пока ваши комментарии, потому что я сразу выйду на 5 класс. Я сейчас увеличу. Так, смотрите. Говорится о том, что в работе даются описания жизненных ситуаций, несколько заданий, каждый из них. Задания разные. В одних из них нужно из предложенных вариантов выбрать и отметить один или несколько ответов, поставив знак, галочку, около выбранных вариантов ответа, которые вы считаете верным. В других требуется записать краткий ответ в виде чисел или слов в отведенном месте. И в ряде заданий необходимо дать развернутый ответ и объяснить его. А в некоторых заданиях предстоит отметить несколько слов или предложений в тексте. То есть я показываю вам, что это демонстрационный вариант для 5 класса. Он у нас с вами, коллеги, занимает 10 листов. Я напоминаю, что это на выполнение данного задания отводится 40 минут. В этой связи, посмотрите, у нас 10 листов, одна из них инструкция, 9 листов заданий. В данном случае дается текст. Как выглядят сами задания? Задания разбиты на несколько блоков, если не ошибаюсь, на 3. Так, смотрите, прочитайте текст и выполните задание 1.4. Вот он, деньги разных стран, дается определенный текст, дается определение, то есть вот она, та самая жизненно-ориентированная ситуация, практикоориентированная ситуация. Марина, а что это ты рассматриваешь, спросил Костя. Что это за знаки такие странные? Эти знаки изображают деньги разных стран, ответила Марина. Каждый знак – это определенная валюта. 5 класс. Валюта? А что это такое? Удивился Костя. Давай посмотрим вместе, предложила Марина. И Марина вместе с Костей, я так подозреваю, рассматривают вот эту картинку, которая была у Марины. Вот они, изображения, вот они, эти денежные знаки, наименование валюты, страна и графическое изображение. И, соответственно, посмотрите, как называется валюта нашей страны. Название валюты нужно записать. Найдите графический знак российской валюты, отметьте, то есть как бы тоже не шибко сложно. Далее идут задания. Ну, это задание 1 было, задание 2. Костя задумался о том, зачем нужны графические знаки разных валют. И далее мы должны выбрать верные ответы. Но единственное, что здесь не сказано, сколько этих верных ответов должно быть, и это определенная сложность для наших с вами обучающихся. Потому что мы все прекрасно знаем, что пятиклашки обычно спрашивают, а сколько правильных ответов, и система образования современная их учит тому, что есть определенная цифра, 2, 3, 4 правильных ответа. И если мы посмотрим в систему ответов, то мы увидим, что если ребенок ответил, ну, например, здесь 2 верных ответа, ребенок ответил 3 правильных, 3, 2 из которых правильно, ему засчитывается половина ответа и так далее. То есть тоже есть своя, как в ОГЭ и ЕГЭ, система оценивания. Далее, опять-таки же есть некие таблицы, посмотрите, причем данные по-разному представляются, задания, разные виды текстов, которые надо каким-то образом между собой соотносить. Курсы валют. И посмотрите, чтобы купить 100 евро, по логике, несложные математические действия, ребенок должен просто там запятую перенести, но и насколько грамотно он это сделал. Для этого он должен понимать, каким образом это делается. Это проходится, наверное, в рамках математики, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну и далее, вот он посмотрел, выполнил определенные действия. Если в задании номер 3 он допустил ошибку, то, соответственно, и в задании 4 он тоже допустит ошибку. Далее, задание номер
Блок задания номер 2. Прочитайте текст и выполните задание с 5 по 8. Траты Димы, ну это как раз-таки бюджет. Вот они есть. Вот они, Дима написал список своих расходов за декабрь, какие траты совершил лично для себя. Ну это как раз-таки семейный бюджет, который, ну, правда, если у вас нет курса обществознания в 5 классе, то я, честно, не знаю, как вы это будете делать, потому что на технологии бюджет семьи составляется, опять-таки, по разным программам 6-7 класс. Ну, тут ребенок включает смекалку и начинает отвечать, как оно ему кажется. Далее. Некий, опять-таки, же диалог, 6 задание. Настя должна анализировать по логике список трат Дмитрия, ответ. И вот тут вот очень важно, это как раз-таки объяснение. Потому что все мы прекрасно помним, что наши дети очень не любят внимательно читать и очень не любят дочитывать задания до конца. Поэтому может сложиться ситуация, когда ребенок, не дочитав, просто напишет правильный ответ, ну, либо неправильный, и даст, не дав ему объяснение. Поэтому тоже обращайте, пожалуйста, внимание детей на этот момент. Далее. Ну, вот у него случилось какие-то денежки, что-то там нехорошо, и Дима должен проанализировать, а что же там случилось. И здесь, посмотрите, задание номер 8, уже опираясь на личный опыт, нужно дать небольшое такое пояснение, почему необходимо планировать траты денег, для чего это надо. То есть мы приучаем к культуре пользования деньгами, денежными знаками. Ну и третий блок заданий, по-моему, все-таки он последний, это прочитайте текст и выполните задание 9.12 «Новые джинсы». Некая задается ситуация. Посмотрите, мама, мне нужны новые джинсы, а то старые мне уже стали малые. Хорошо, сказала мама. Зайди, пожалуйста, в магазин и подбери, какие тебе понравятся. Возвращаясь из школы, опять зашел в торговый центр и сразу же увидел джинсы своей мечты. Они стоят 2400 рублей. Дорого, подумал Петя. Но тут к нему подошел продавец и сказал, что до конца месяца в магазине действует акция «Вторые джинсы за полцены». После обеда Петя зашел на сайт и обнаружил, что в интернет-магазине такие же джинсы продаются за 1900 рублей. То есть по логике чисто математическая задача, но опять-таки же жизненная ситуация. Дети так или иначе задумываясь, ну, может быть, в 5 классе еще не совсем о самостоятельной покупке джинсов, но мелкие бытовые операции они совершать могут, поэтому вполне. И вот видите, он должен просчитать, опять-таки же, несложные математические исчисления и должен сделать вывод, где, соответственно, выгоднее купить ту самую вожделенную пару джинс. Соответственно, опять-таки же, если он ошибся в вычислениях в 9 классе, мы прекрасно знаем, как у нас могут считать наши пятиклашки, это 5 класс, то и в 10 задании у него также будет ошибка. Но опять-таки же нужно дать в 10 задании определенное пояснение, где выгодно купить 1 пару джинсов, где 2 и так далее. Задание 11, посмотрите, оно тоже достаточно интересно. Я напоминаю, что мониторинг функциональной грамотности у нас проходит в электронном формате, то есть дети в онлайн-режиме, дети сидят за компьютером и выполняют его самостоятельно, без помощи учителя, модератора и так далее, то есть только наблюдающий в аудитории. Здесь ребенок должен поставить, соответственно, согласен, но не согласен с данным ответом. Ну и если в 10, в 11, в 9, 10 он ошибся, то в 11 он тоже может ошибиться. Ну и далее разговор услышал папа, его заинтересовали акции торгового центра на джинсы. Давайте купим по акции 2 джинсы мне. Я ведь планировала эту покупку, он собирал, и папа начал считать. И, соответственно, посмотрите, что еще. То есть, опять-таки же, математические навыки, ребенок должен посчитать правильно. Фактически это продолжение задания номер 9. Простите, 4 блок. Прочитайте текст и выполните задание 13-16. Тут уже, кто там был? Дима, потом был... Петя. Теперь у нас будет Влад. Получил по электронной почте такое письмо. Пишет вам администратор конкурса эрудитов. Станьте участником нашего конкурса. Большой призовой фонд, и каждый второй участник оказывается победителем.
Вы готовы попробовать свои силы? Мы очень рады. Для того, чтобы в случае победы сразу получить приз, заполните анкету и заранее сообщите данные банковской карты, на которую можно перевести выигрыш. Ну и Влад предполагает, что не верится ему как-то, похоже на интернет-мошенничество. И, соответственно, тоже очень важная тема, с которой мы с вами очень часто сталкиваемся, это кибермошенничество. Опять-таки же здесь, наверное, больше эрудиция ребенка, если у него не было курса функциональной грамотности в начальной школе, либо не было курса обществознания, то тут, ну, опять-таки же общая образованность, общая эрудиция ребенка, повторю. Ну, необходимо 13-14 задание. 2 предложения текста особенно насторожили Влада, напомнили ему об интернет-мошенниках, да, то есть какие нужно подчеркнуть. Ну и к письму была приложена анкета. Подумав немного, Влад решил, что это письмо и анкету прислали мошенники, что позволило Владу сделать такое заключение, и нужно выбрать несколько правильных ответов. Ну, здесь такой, знаете, вообще, ну, 5 класс, код банковской карты, 3 цифры на обратной стороне, да, то есть, ну, все хорошо. Но для этого ребенок должен знать 5 класс, что такое банковская карта, должен знать, что это такое код, что вот этот вот CVS, да, сзади на обороте, и, соответственно, должен владеть этой информацией. И далее мы, собственно, моделируем ситуацию, что может произойти, если Влад заполнит анкету и отправит ее на указанный электронный адрес. Это задание 15, предлагаются ответы. И опять-таки же ребенок должен выбрать n-ное количество верных ответов. N-ное, потому что мы не знаем, какое именно. Ну и последнее, как Влада следует отреагировать на это письмо. Опять-таки же, если ребенок знает, что такое кибермошенничество, хотя ему там уже про это, да, несколько раз намекнули, то развернутый ответ удалить, сообщить в полицию, опять-таки же, может ли он это сделать, да, или совместно с родителями, сообщить родителям, а те уже обратятся в полицию и так далее. То есть какие-то такие вот моменты. Вот эти 4 блока, я напоминаю, что на выполнение этих 4 блоков отводится 40 минут. При этом мы все прекрасно понимаем, что иногда банковские работники, Национальный банк Республики Коми и различные коммерческие банки очень часто приходят в образовательные организации на классные часы, на какие-то мероприятия, на внеурочную, проводят внеурочную деятельность, игры и так далее, соревнования. Также сейчас проходит очень много да, и на классных часах, и, собственно говоря, коллеги. Коллеги, звук появился? У меня появился. Нас выкидывает, потому что нагрузка на ProofMe действительно достаточно. Обновитесь, пожалуйста. Хорошо. Итак, повторю, не уловила, на каком моменте. Спасибо. На каком моменте пропала. Итак, когда я готовилась к вебинару, я хотела подыскать несколько платформ, чтобы порекомендовать вам, где готовиться. Ну, во-первых, конечно же, отправить детям вот на эту страничку skifinstrau.ru. После вебинара будет доступна презентация для скачивания, это буквально через пару минут. И, кроме того, я начала искать на просторах интернета, где же можно подготовиться. Я нашла одно из видео, которое предлагает, звучит так: финансовая грамотность для школьников. Видео небольшое, я предлагаю нам его с вами посмотреть, а после этого я выскажу свое мнение. Согласитесь, не согласитесь, пишите, пожалуйста, в комментариях, и будем. Такое видео, причем это финансовая грамотность для школьников, повторю. С моей точки зрения, вот как преподаватель обществознания, экономики и права, я понимаю, что это видео я не покажу ни в коем случае пятиклассникам, потому что они его еще не поймут. Опять появился? Немножечко затормаживается.
Далее, спасибо. Далее, соответственно, ну, про начальную школу я вообще молчу. 11-классникам я такое видео не покажу по одной простой причине. Здесь некорректно даны определения, что такое дебетовая карта, что такое кредитная карта, и что вообще такое банк и так далее. Соответственно, каким образом это поможет подготовиться ребенку к функциональной грамотности, у меня очень и очень большие вопросы. Угу. Поэтому, коллеги, я знаю, что я работала с этим УМК, финансовая грамотность, 8 и 9 классы, я писала программу, адаптировала ее для своих обучающихся. Программа хорошая, но она разработана именно для ребят именно 9-11 классы. Она адаптирована под их возраст. И да, у них нет расхождений с теми требованиями, которые предъявляются детям при сдаче государственной итоговой аттестации. По поводу ОМК финансовой грамотности 5 классы, там 5, 6 и так далее, честно, я ее не опробировала, поэтому вот могу только высказать суждение на основе того, что я с ней ознакомилась. Некоторые задания очень интересные, но в любом случае, на мой взгляд, если мы хотим дать финансовую, скажем так, если мы на выходе хотим получить финансово грамотного ученика на определенном, даже не уровне образования, а, скажем, на определенном, по окончанию определенного класса, то, соответственно, 1 час в неделю с теми заданиями, с теми материалами, которые там предложены, это достаточно сложно будет сделать. Но опять-таки же я не опробировала. Если, коллеги, здесь есть кто-то, кто является пилотом по этой теме, то, пожалуйста, выскажитесь. Что касается начальной школы, да, один из модулей, родители могут выбрать модуль «Финансовая грамотность». С 1 класса был задан один из вопросов, с 1 класса. Здесь я, наверное, вспомню, что у нас есть такое понятие, как ограниченная дееспособность. И я напомню, что 7-летний ребенок у нас не может совершать даже мелкие бытовые сделки. Соответственно, рассказывать ему о том, что он сможет совершать спустя какое-то время, наверное, ну, стоит. Но опять-таки же, в каком формате все это делать, я, например, не видела, не знакома, поэтому не могу в данном случае комментировать, есть ли вообще УМК для начальной школы по финансовой грамотности. И если есть таковое, то какого оно качества и какого оно уровня. Если мы говорим про различные игры и моделирование различных ситуаций, то, наверное, стоит. Да, действительно, это положительно, но, кроме того, вспомните нашу детскую психологию. Если мы ребенку будем постоянно говорить, то есть на моих глазах проходил эксперимент в одной из школ Российской Федерации, даже не Республики Коми. Выезжаем на стажировки, и в одной из образовательных организаций мы были целый день провели со 2 классом. Из 1 класса, это было лет 6 назад, с 1 класса у них как раз-таки вот вводился, тогда еще только это стало модно, вводился модуль «Финансовая грамотность» со 2 полугодия 1 класса. Им по-разному там рассказывали, что такое деньги, то есть там то фантики, то еще что-то, они какие-то там игры придумывали, родители в это вовлекали, у детей просили элементарно, ну там, на что бы ты деньги потратил, и так, ну, в игровой форме обыгрывали эти ситуации. К чему это привело? Мы пробовали с этим 2 классом целый день. Это было октябрь месяц, то есть вот фактически прошло не так и много времени. Привело это к тому, что дети, играя на переменах, не поверите, они продавали и покупали. Продай мне телефон, продай мне то, а вот что ты мне дашь, если я тебе вот дам. То есть вот эти вот товарно-денежные отношения из игры в классе, из образовательного процесса перешли в жизнь. Поэтому
наверное, вот такие темы нужно поднимать очень-очень аккуратно и объяснять детям, при этом обязательно объяснять, что не все продается, не все покупается, что да, деньги нужны и так далее, но тем не менее, коллеги, это мое мнение, оно может разниться с вашим, и хорошо, если вы со мной поспорите. Итак, один из сайтов, который я предлагаю вам для подготовки, это skifinstrau.ru. Это фактически официальный сайт Института стратегического развития, Академии образования, простите. И, соответственно, вы можете посмотреть его и на нем уже ориентировать и детей, и родителей к определенному мониторингу. И, кроме того, есть различные интернет-уроки. Но к интернет-урокам нужно относиться очень аккуратно. Я вам даже, собственно, есть, если мы забьем интернет-урок финансовая грамотность, то у нас выйдет масса уроков, которые позволят нам так или иначе рассмотреть те или иные темы. Либо вот как вот двухминутное видео, которое я вам показывала. Есть очень хорошие уроки, разработанные Центробанком, но они разработаны для уровня средней школы. И, то есть, начиная с 8 класса по каким-то отдельным темам. Ну и, конечно же, в рамках курса экономики. Но экономика – это уже отдельный предмет, и это не совсем финансовая грамотность. Курс экономики – это наука, которая несколько шире, нежели только финансовая грамотность. Поэтому, коллеги, тут очень аккуратно. Я даже не рискну советовать, потому что я для себя ресурса, который бы помог мне вот именно подготовить, например, своего ребенка к мониторингу финансовой грамотности, на сегодняшний момент не нашла. Если найдете такой, то делитесь, пожалуйста. Контактная информация представлена на слайде. Я сейчас, если кому-то нужна презентация, я сейчас сделаю ее доступной для скачивания. Она у вас появилась внизу. И если вопросов больше нет, то я буду... А вопросов больше нет. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. А на почту скачайте вот здесь вот, Вера. Не получается?